В Афганистане нашли труп таджикского военного. Глава Нацгвардии Узбекистана заявила о причастности внешних сил к событиям в Нукусе. В направлении Мекки вновь вырос палаточный городок впервые после начала пандемии. Мигранты в России смогут бесплатно пользоваться медицинскими услугами в рамках ОМС. Священнослужители и старейшины племен Афганистана призвали мировое сообщество признать правительство Талибана. Утром 6 июля на берегу Пянжа в уезде Шика Дарвазского района Афганистана был обнаружен труп мужчины в таджикской военной форме с 3 пулевыми ранениями в груди. В отделе ЧС Дарвазского района Таджикистана подтвердили эту новость, но заявили, что не располагают информацией о его личности. Несколько жителей села Джорф, административного центра уезда Шикай, рассказали, что тело мужчины вытащили из воды и отправили в уезд Нусай, на территорию которого находится мост, соединяющий Дарваз Афганистана с Дарвазским районом Таджикистана. Свидетели, которые видели, как труп извлекают из воды, сказали, что в области груди погибшего имели следы от 3 пулевых ранений. Подтвердить или опровергнуть эти утверждения от других источников не представляется возможным. Начальник отдела ЧС Дарвазского района Усман Курмонов отметил, что вопрос о доставке тела на таджикскую сторону уже обсужден и вскоре его доставят. Курбонов при этом подчеркнул, что в настоящее время идет поиск нескольких тел утонувших и вполне вероятно, что это одно из них. С 20 мая спасатели ищут людей, которые попали в аварию и упали с машины в реку, сказал Курбонов, не уточнив при этом, о какой аварии идет речь. К беспорядкам в столице Каракалпакстана Нукусе причастны внешние силы. Об этом заявил начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов на брифинге для иностранных местных журналистов в Нукусе, передает ТАСС. Первые результаты следствия, которое началось сразу после массовых беспорядков в Нукусе, убедительно доказывают, что они не были случайными и были подготовлены заранее, сказал Алимов. По его словам, в настоящее время тайна следствия не позволяет уточнить детали. Но среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпаки не случайно, сказал Алимов. По словам заместителя командующего Нацгвардии Узбекистана Хаминджана Дадабоева, обстановка в Нукусе полностью стабилизировалась. Он добавил, что за последние сутки нарушение общественного порядка не зафиксировано. По его словам, были задержаны 516 митингующих. В Саудовской Аравии к востоку от Мекки вырос палаточный городок, где могут разместиться 1000 паломников, которые вновь смогли направиться сюда впервые после начала пандемии, об этом сообщает Евроньюз. Многие из прибывших уже приступили к положенному ритуалу. 7 раз обходят против часовой стрелки Каабу, священное для мусульман здание во внутреннем дворе мечети Аль-Харам. Хадж в этом году начнется в четверг. Госдума России приняла закон о создании с января 2023 года социального фонда. В его рамках планируется установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование для всех, включая и для иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами. Как сообщает российская газета со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, закон коснется и трудовых мигрантов. Он отметил, что и иностранные рабочие в России смогут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами в рамках ОМС, как и все россияне. Но лечить мигрантов на общих основаниях начнут только спустя 3 года после того, как их работодатели уплатят страховой взнос. А до этого момента работающим иностранцам будет доступна только экстренная медпомощь. В Кабуле прошла 3-дневная встреча исламских священнослужителей и старейшин племен, по итогам которой принята резолюция из 11 пунктов. В ней участники встречи обещали поддержку Талибана и призвали международное сообщество признать возглавляемое ими правительство Афганистана. На собрание были приглашены около 3000 человек из 34 провинций, из каждого округа были приглашены священнослужители и старейшины племен. В нем не участвовали бывшие афганские политики и женщины. Это было первое большое собрание с тех пор, как в августе прошлого года талибы установили контроль над Афганистаном. Официальные представители Талибана заявили, что встреча была возможностью для священнослужителей независимо предложить рекомендации о том, как движение должно управлять обедневшей страной, но окончательная резолюция была в основном повторением их собственных идеологий.